Осенний призыв – первая тема в повестке еженедельного совещания. Ингушетия, согласно заданию Министерства обороны России, должна в ряды вооруженных сил России отправить более 200 новобранцев. Военный комиссар Ингушетии в ходе доклада отмечает, что главы муниципальных образований слабо проводят работу по оповещению годных к службе военнообязанных. На сегодняшний день у нас продолжается оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом. Оповещение проходит крайне неудовлетворительно. На сегодняшний день 121 человек оповещен, и повесток вручено, вообще передано в администрации на 8722 гражданина. Из них 121 только лишь оповещен. Если у одних военнообязанных есть причины для отсрочки от военной службы, другая категория не предоставляет соответствующие документы в военкомат и, соответственно, уклоняется от службы в армии. Последним, согласно новым изменениям в законодательстве о призыве, за неявку придется ответить перед государством внушительной суммой штрафа. С 1 октября действуют новые внесенные изменения в законодательство. Увеличиваются штрафы за неявку в военные комиссариаты. Потом также вводятся ограничения в отношении граждан, которые не соблюдают обязанности по воинскому учету. На сегодняшний день до должностных лиц, ответственных за оповещение, доведены списки граждан, подлежащих вызову на комиссии, и розданы на них повестки. Далее тема вакцинации от полиомиелита, кори и гриппа. По плану Минздрава в Ингушетии от респираторных вирусных заболеваний должны привить более 300 тысяч человек. На сегодняшний день необходимые прививки получили более 50 тысяч человек. Сегодня, как и во многих регионах России, в Ингушетии растет количество заболевших гриппом. Необходимо создать иммунную прослойку, чтобы противостоять вирусу. Получили всего 109 тысяч вакцины, доз вакцины. На 22.09 провакцинировано против гриппа 58 тысяч человек, что составляет 18% от общего плана. Также для вакцинации у нас используются передвижные мобильные комплексы, чтобы люди и вакцинировались против гриппа и проходили диспансеризацию. Следующая тема обсуждения – отопительный сезон. В Ингушетии особое внимание уделили подготовке к холодам социальных учреждений. Помимо прочего, наладили работу котельных. Проблем с обеспечением тепла в отопительном сезоне в республике возникнуть не должно. Все сети теплоснабжения, все котельные, также газоснабжающие объекты и электросетевые объекты, они прошли плановую проверку. Еще одна важная тема, которую поднимают на совещании – возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Нестерском. Гора мусора, биологические отходы, пластиковые бутылки и текстиль. Этот беспредел продолжается на протяжении многих лет. Накануне в социальных сетях жители поселка пожаловались на то, что свалка в их районе снова горит. От дыма и неприятного запаха не спасают закрытые двери и окна. До сих пор экосистемы, меры по тушению не принимаются. Пожарные говорят, что потушить свалку недостаточно, необходимо решить ситуацию в корне. Очаг возгорания на самом дне мусорного полигона. На место неоднократно выезжали экологи. В момент правительством, вы уже слышали, принимаются меры для тушения этого полигона. Сегодня техника уже вся задействована туда. То есть мы будем проводить мероприятия по локализации этого. Власти не собираются просто наблюдать за беспределом. Ситуация со свалкой будет оперативно решаться. Помимо прочего, на совещании обсудили вопросы, связанные с водоснабжением, реализацией национальных проектов и не только. Рида Сычоева, Ахмед Парчиев. Новости 24.